Итальянская пицца, бельгийская картошка фри, грузинские хинкали. Символ национальной кухни или продукты промышленного производства. Теряют ли люди что-то сакральное, переводя блюда своего народа на уровень всемирного потребления? Несомненно, для каждой нации ее традиционная кухня – это не просто питание, это история, которая из поколения в поколение передает опыт и секреты приготовления. Смогут ли остинские пироги составить конкуренцию фастфуду? И нужно ли это? Вопросы развития национальной кухни поднял президент России Владимир Путин. Свое внимание глава государства остановил на остинских пирогах. По его мнению, они легко могут составить конкуренцию Макдональдсу, как по цене, так и по качеству. Также для успеха он посоветовал делать пироги домашними внешне, но изготавливать по принципу конвейерного производства. Но сохранят ли они тогда свой вкус и качество? Вот остинские пироги, мне кажется, никаким образом, по своему, так сказать, значению, по своему статусу, по своей сакральности, никак не должны и не могут конкурировать с фастфудом. Остинам нужно помнить, что такое традиционный остинский пирог, и смысл, и труд, и значение, которое есть в этом пироге, его функции. Мне кажется, что нужно об этом помнить серьезно, чтобы мы не потеряли, так сказать, эту сакральность и этот смысл. Мне доводилось кушать в Ростове-на-Дону такого размера ватрушки, которые почему-то назывались остинскими пирогами. Это было совсем невкусно. Многие считают, что расширенное производство способствует экономическому развитию Северной Осетии. Так ли это? Выпечкой пирогов чаще всего занимаются частные предприниматели как в республике, так и в других регионах нашей страны. Мест, где изготавливают пироги, много, однако в силу конкуренции производители вынуждены сохранять качество. Останется ли этот вопрос актуальным после перехода на масштабное производство? Не будем забывать, что настоящие остинские пироги – это пироги, приготовленные своими руками. Каждая хозяйка, неважно для кого она печет, вкладывает в них часть своей души. Есть и противники того, чтобы национальное остинское блюдо стало общедоступным. Приготовление на специальном оборудовании – вот что ждет один из основных традиционных символов нашего народа. Ведь по обычаю ни одно застолье не обходится без 3 пирогов, с которыми наши старшие молятся Богу. Сохранят ли они крупицу того, что должны из себя представлять на самом деле? Три пирога для осетин – необходимый атрибут каждого застолья. Это не просто еда, это целая история, которая насчитывает не одно столетие. Это, можно сказать, символ остинского стола. Те, которые проживают здесь, в Осетии, все они без 3 пирогов не обходятся. Эти пироги в основном пекут дома. В среднем где-то 12 и более блюд. Домашнее печенье, что продают, сравни небо и земля. Различие мнений на тему промышленного производства пирогов заметно даже по итогам небольшого соцопроса, проведенного нашей редакцией. Лично я против данной инициативы, потому что я считаю, что это все-таки национальное блюдо, и не надо из него делать, не знаю, какое-то блюдо промышленного, не то что промышленного масштаба, широкого потребления. Это, мне кажется, неправильно, чтобы они так распространялись. Я думаю, идея хорошая. Да? А почему? Потому что это национальная, это гордость будет, национальная гордость. Хорошо, конечно. Да? Да. Они могут составить конкуренцию пиццы. Будет распространяться. Не все же кушать гамбургеры, толки, шаурмы. Надо здоровое есть и вкусное. С точки зрения экономической, то это, конечно, хорошо, но с точки зрения традиций и обычаев на нашей земле, не совсем. Одна из первых ассоциаций с остинским народом – это пироги. Их промышленное производство неизбежно приведет к утрате качества, вкуса и, в конце концов, смысла. Это своеобразный символ застолья, который вобрал в себя вековую историю. Вопрос о том, что остинские пироги станут достоянием каждого, кто заплатит деньги, до сих пор вызывает много разногласий. Сабина Алборова, Ася Дзагурова, Тимур Мазаев, Осетия ТВ.